Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сейчас у нас на дворе уже практически весна. Это значит, что скоро выпускникам нужно будет определяться с выбором, куда поступать. Ну, а так уж совпало, что передачу «Испытано на себе» сегодня мы снимаем на инженерном факультете Арктического государственного агротехнологического университета. Ну, тема у нас будет достаточно интересная. Сегодня мы попробуем познакомиться вообще, как из зерна можно сделать муку и, соответственно, хлеб. Но перед этим давайте мы познакомимся непосредственно с самим учебным заведением. Я думаю, что для многих выпускников школ, для тех абитуриентов, ну, для тех людей, кто станет абитуриентами буквально через пару месяцев, будет эта информация очень полезна. Ну, начнем, даже не заходя уже в сам инженерный факультет. Здесь находится несколько цехов, где можно получать не только теоретические, но и практические знания. Давайте посмотрим. Испытано на себе. Ну что, сейчас мы уже внутри здания инженерного факультета, и хотелось бы начать вот с кабинета, который на меня больше всего произвел впечатление. Василий сейчас об этом расскажет. Это кабинет автодела, да? Да, это кабинет автодела. Здесь наши студенты проходят, так скажем, практический курс вождения, то есть на легковом автомобиле и на КАМАЗах, то есть на больших грузах. Здесь у нас они получают, мы на категорию прав не обучаем, как автошкола, то есть это планируется у нас в дальнейшем, но вот силами нашей кафедры были получены вот эти замечательные аппараты, где наши студенты могут в свободное время, есть еще определенный график, то есть когда они могут посетить вот данные аппараты. Ну и здесь получают навыки. То есть у нас уже есть один студент, который сейчас учится уже в автошколе, и у нас он получает опыт практически до сдачи теории. Слушай, я не могу не воспользоваться моментом, да, вот здесь я вижу целый КАМАЗ. Да. Можно сейчас на нем как раз попробовать. Ох! Так, ремень, да? Да, ремень. Сейчас. Так, потихоньку надо вот так. Как в настоящем КАМАЗе, да? Да. Так, чуть-чуть. Так. Да. Ага. Так, категории на КАМАЗ у меня нет, у меня только Б. Ага, поэтому здесь у нас Запускаем. в КАМАЗе, да, сначала запускается масса. Здесь. Вот эта кнопка. Так, нажимаем. И вместе с ним вы должны прокрутить ваш одновременно? стартер. Да. И после, да? Так, вот зажигание. Вместе. Ага. Нажать? Да. Вот видите, не завелось. Еще раз можно. Я это нажимаю, потом это, да? Да. Подожди, Это я массу нажимаете, включаю? массу включаете и крутите. Вот. И у вас сразу засветилось зеленым. То, что вы уже завелись. Все, и слышно работающий двигатель. Потом сцепление у вас тут. И вот первая передача, Обалдеть. вторая, третья. Друзья, обратите внимание, здесь вот все приборка, да, вот, допустим, тахометр работает, реагирует на нажатие педали. А можно имитировать какие-то поломки, да, или нет? Здесь. Да, можете как на имитировать Боинге. поломки. То есть здесь есть свободное вождение, также есть школа, то есть обучаются. Можете на автостраде проехать, либо автодроме, то есть без каких-либо вмешательств других машин. Сцепление. Да, поворотник обязательно включайте, тут дает подсказку саму аппарат. Вот так, это дворники. У вас это дворники, да, поворотники вот здесь. И она может еще и заглохнуть, да, если я не прав? Да, если вы сразу отпустите, она может... у вас, видите, вот здесь стоит... Так, ручной тормоз. Где он? До конца вниз. Да, все, вот, выключил. все. И машина, кстати, покатилась назад. Да. Обалдеть. Так, это щелчок, это что? Или можно еще крутить? Да, можете крутить до конца. Вы сейчас врежетесь. Сейчас я знак, кажется.
О, подожди, это задний же. Да. Да, я знаю, подождите. Движение по встречке. Я бы уже сразу Прям не сдал. крутите, потому что это на гидравлике, поэтому оно... Ага. Даже так? Да, вы прям посередине ездите, поэтому оно так говорит. Ага. Все, габарит. Так, у нас зеркала же есть. Да, зеркала есть. Все Так, видно. пора переключить на третью. Ну. Так, это я чуть не пойму. Как это? Ой-ой-ой. Да, вот уже третья передача пошла. Для меня вот эти две полосы как одна. Я вижу. А вообще вот в целом люди, наверное, кто ездит на КАМАЗах, например, да, они что говорят? Вот чувствуется как бы Да, то есть похожесть. у нас заочники обучаются, они же в год один раз приходят, и они были удивлены, когда посмотрели, то есть они уже достаточно возрастные, и бывает то, что уже дальнобойщики сами обучаются, и они приходят, вот, удивляются нашему аппарату, то, что все реалистично, настолько реалистично, что да. Так я вот отличие. сейчас, да, даже я сейчас управляю, чувствую, что вот только сейчас вот более-менее с габаритами как-то определился. Причем я что-то... Причем только здесь, наверное, можно просто разогнать КамАЗ до максимальной скорости. Да, кстати. Как в Париж-Дакар. Так, у нас еще есть 5-я скорость, да? Да, есть 5-я скорость. Ну-ка, мечта. Скорость-то сколько здесь? 80 километров. Только 80. Все кочки, да? Отрабатывает. А есть еще городской режим, да, наверное, здесь? Да, есть, где уже транспорт есть определенный, где по правилам нужно не ездить. тянет. Вы сейчас как раз в город заедете, если дальше будете ехать. Там, то есть все знаки, все соблюдается. Получается, даже машина в гору идет, и она... Да, чуть-чуть скорость сбрасывается. Скорость не тянет уже. Ага. Так, это что-то я... Сейчас перегрею движок. Датчик масла, температуры двигателя, зарядка, вольтаж. Единственный плюс тут бензин у вас не закончится. Бензин топлива, всегда да, полный всегда бак, да? полный бак будет. Так, ну-ка я сейчас вот перестроюсь Как с раз. повороткой, да. Уже можно... Как раз если перестраиваетесь с поворотником, тут уже сигнала не будет. Видите? Да. Уже все верно сделали. Так, ну я еду. Поэтому перед экзаменом даже на вождение, если проходим, можете у нас потренироваться и сдать. Вот. И не только КамАЗ, но и вот Да, ну и легковой легковой автомобиль тоже. машине. Здорово. Так, я сейчас докуда могу доехать? Сейчас мне- Дальше, если поедете, там город будет, прям там знаки, вот это все. Поэтому тут определенное время нужно, чтобы доехать. Как до Покровска, да? Да. Отлично. Магнитолы не хватает с музыкой и рации, да? Во многих, наверное, КамАЗах нету магнитол. А, кстати, нету других машин, да? Или можно их, как бы, чтобы... Да, их можно настроить, меню чтобы настройков, чтобы появлялись, они да? были. Да. Чтобы... Давайте так, я сейчас закончу, но сейчас хочется попробовать похулиганить, так вот в поле заехать. Можно? Да, можете заехать, конечно. Если врежетесь, машина повредится тоже. Вот. О. Здесь вот, да, все-таки овраг, край да? есть. Ага, все, понятно. Почти буксует, да? Здесь можно посмотреть внешнюю сторону. Классно. Так вот. Да, вот так вот. То есть некоторым удобно, да? Так. Где некоторым удобно вот так вот. Тормоз. И со второй, наверное, может тронуться. Нет? Вот вы уже в городе. Так, тут я в город заезжаю на Да. 50 километрах в час. Так, Вот здесь уже, когда на светофор проедете, она скажет то, что вы ошиблись. Уже люди... красный, вот видите, красный. Так, обратите внимание, я стою на красном, ходят люди. В целом достаточно все это как-то хорошей графикой. Не так, что, да,
там люди, Да. квадратики. Хотя стоит оно уже 3-й год, по-моему, стоит. А. Или даже 4-й. А светофор работает? А, вот, Ну, да, должен работать, потому что красный. зеленым должно засветиться. Вот, видите, мигает уже. Да, все, Желтый. готовились. Столб не стесни. Что-то других транспортных средств нету, поэтому... Видимо, мы убрали в настройках. Поэтому. Цены на бензин тут ниже, чем у нас. Трехгодичный Да, давности, да, да. Ну-ка, давайте один поворот сделаем и... Ой, что-то все... Я пока не готов управлять КамАЗом. Да, все равно отличие есть от легковушки. Но... Конечно. О, да? На тротуаре. Не выезжайте в выезд за пределы проезжей части. Все. Так, также Да, глушу. вырубаете. Ручник. Ручник до конца назад, да, вот так. Все правильно? Да, все правильно должно быть. До конца еще можешь крутить. Ага, вот это чуть-чуть. Все. Вытащи. Нет, кстати, вот тут у нас Вот это? открывается. Да, да, вот так. Все, Это же КамАЗ. Как на ГАЗ-66. Да, да, да. КамАЗ. И массу. Выключил, Наоборот, да? включается. Вот вы, когда вот это нажали, уже я массу же точно, вырубили. точно. Ага. Фу, супер. Слушайте, ну, друзья, ну, как бы не то, что я сказал, студенту будет интересно, да, даже Да. человек, который, ну, ездит постоянно на машине, да, то есть хочется прям прийти сюда и... Провести время. GTA можно установить? Да, мы уже это не пробовали, к сожалению. Не пробовали? Нет. Вот. Друзья, ну это еще не все. Сейчас мы пройдем дальше. Мы сейчас ждем специалиста, который нам покажет более-менее полную информацию по поводу обработки семян, обработки пшеницы. И в целом, я думаю, что будет еще интереснее, поэтому оставайтесь с нами. Испытано на себе. Ну, а теперь мы переходим к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Как видите, на мне уже халат. И познакомьтесь, это Влад Кузьмин. Он сейчас нам расскажет то, о чем мы будем далее вести беседу. Ну, и не только беседу, но еще и, конечно, практические у нас будут моменты. Сейчас перед вами решетный сепаратор. Он предназначен для очистки зерна. Каким образом он разделяет? Здесь у нас 4 секции. На каждой секции есть решета. То бишь разделение как происходит? По размеру зерна. Подбирается решета специально под культуру. Амплитуду дает. Вперед-назад получается. За счет этой амплитуды у нас постепенно за счет наклона идет сход самой массы зерна. И через сито постепенно сепарируется. То есть я правильно понимаю, что вот, например, ну, вот это у нас, кстати, зерно местное, да? Да, якутское. наше местное Друзья, якутское обратите зерно. внимание, оно не чистое. То есть оно Да, оно такие- с комбайна. Можно показать? Буквально с комбайна. Здесь и другие фракции есть, тоже часть мусора, да? Да, и да, ее да. нужно обязательно очистить. Да. Это очень обязательно. Давайте сейчас наглядно покажу вам. Можно я засыплю? Это туда? Да. Так, сейчас подготовлю. Все, в принципе, можно засыпать. Сейчас запущу. Сейчас аппарат запущу, вибрация на руку пойдет. Ага. Поехали. Можно засыпать? Потихоньку, да? Полностью. Всю? Всю. Опа! Да, и здесь мы регулируем подачу. Скорость подачи. Да, скорость подачи. И, допустим, тут более крупные ячейки, да? Да, здесь в основном мусор, который вот солома, там, народный Остается мусор. сверху.
Да, сверху остается, и он вот по первой линии у нас сходит. Вот такой. Вот обратите внимание, это первая фракция, такая вот самая крупная, которая не попадает в И ячейку. дальше уже на уменьшение идем. А в целом какой объем она может, Производительность? например, мешок зерна можно засыпать? Да. Как бы за раз, Да, за раз. Здесь у нас, допустим, можно разные культуры очищать. Не только пшено, и многолетние травы, и другие культуры тоже. За счет чего? За счет частотного преобразователя он разную амплитуду может давать. И еще у нас здесь эксцентрик стоит, тоже регулируемый. Он силу амплитуды, который вот раскачивает. Здесь скорость, там шаг. Можно ли сравнить это с заданием Золушки, да, когда надо было... Да. То же самое, да? То же самое. В принципе, все. Так, ну вот та мисочка, которую я загрузил, она уже закончилась. А в целом, как говорит Владислав, можно прям засыпать туда мешок зерна и, соответственно, все его прочистить. Вот, обратите внимание, первый мы показывали мусор, да, здесь уже дали Здесь уже чуть-чуть поменьше. тут и этот примеси есть. Он примеси тоже выделяет. Так, следующий у нас, это уже зерно, да? Ага. Не, это не зерно, здесь тоже примеси, ну, более мелкие. Как бы, а вот самое основное, Вот самое то, что нам чистое, нужно. то, что нам нужно, это вот. Ну, тут все равно чуть-чуть остается, тут как комбинированно. Не, ну в целом то, что я видел в том Да, вот что начале, было в начале и в конце. Ну, я не представляю руками это сколько ушло бы Да. часов, часов. Хорошо. Кстати, И вот далее что мы можем следующий сделать? у нас идет второй этап. Воздушная очистка. Воздушная чистка. Да, за счет, аэродинамических свойств. Вот, давайте Будем посмотрим. разделять. Хорошо. Это уже другой установке надо будет пройти. Испытано на себе. Ну, а следующий кабинет, в котором мы перешли, здесь у нас огромное количество различной аппаратуры. Здесь происходит обучение студентов по специальности машины и аппараты пищевых производств. И вообще вот то, что находится рядом со мной, это целый колбасный цех, друзья. Здесь и кутер, и мясорубка. Даже мне подсказали, что здесь есть где-то массажер для мяса, чтобы мясо было хорошим и красивым. Вот. Но мы сегодня говорим не об этом. Нам требуется вот этот аппарат, который находится рядом с Владиславом. Владислав, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем очищать наше зерно дальше, уже на другом аппарате, на пневмосепараторе. Так, я понимаю, что нужно куда-то засыпать, да, это? Да. Сейчас я давай. вторую сыпаю. Так, здесь у нас на данном аппарате уже выведены частоты. что? Да. Обратите внимание, друзья, смотрите. Здесь на каждую культуру есть свои частоты. Пшеница 14,2 Гц, ячмень, чечевица, горох. Экспериментальным путем все выявляли. Здорово. Ага. А у нас это что? Это у нас пшеница, вот, Пшеница пожалуйста. 14,2. Нужно выставить Регулятор. здесь, да? Да. Не, вот регулятор. Вот так. Ага. Он чувствительный нужен, Да, более этот плавно. Это как климат-контроль в моей старой машине. Да. Иногда происходит. 14,3 хватит, пойдет. умею, подождите. Сейчас Оказывается, включу. Так будет проще. О. 14,4 тоже пойдет. О. Вот. 3. Пусть будет 3. Ага, и сейчас нужно еще этот включить вибрацию. Нажимаю Да. и засыпаю. Да. Потихоньку, да, или... Да, потихоньку. Можно вот отсюда через окошко просунуть и туда насыпать. Что происходит? Здесь у нас по аэродинамическим свойствам идет разделение. Легкая фракция уходит вместе с воздушным потоком наверх,
Здесь наглядно видно. А более крупная тяжелая фракция, она уходит вниз. Тем самым у нас происходит очищение, разделение. То есть вот то, что здесь летает, это не определившиеся, да? То есть они могут... Ну, Не могут и улететь. он же как бы овальной формы. И у него есть же вот эти аэродинамические свойства, где он в какой-то определенный момент левитировать начинает. Надо дождаться, пока все вот это пройдет, да? И это у нас мелкий мусор, все засасывается сюда. Да. И в том числе неподходящая нам культура, да? Да. И этот то же самое от пыли очищает. Вся пыль уходит. Да, вся пыль. Так, практически все вроде. Да, все. Выключаем вибрации, да? Да. И вот это. И воздух. Обратите внимание, теперь у нас здесь чистейшая пшеница. Да? То Сейчас. есть без всякой пыли и так далее. Или еще что-то мы будем делать. Да, еще будем делать. Сейчас покажу, что у нас выделилось. Это то, что у нас ушло в пылесос, как бы, ну, в этот в аппарат. Да, в осадочную камеру. Вот. Да, отличается, конечно. Вот. То, что Гораздо меньше, то есть маленькие-то осколочки и куски травы. Ну и главное, самая наверное, мелкая пыль, да? тоже Да. приходит. Могу еще нагляднее на других культурах показать, Это допустим. уже очищали, да? На горохе Горох. это мы специально подготовили для презентации. Давайте воспользуемся моментом. Ага. Тогда нам нужно еще тазик, да, туда поставить вниз. А вниз. Да. Сейчас это мы сейчас сюда засыпем. Оп. Прошу. Так. Сюда ставим. Ага. Так, частоту сейчас подобрать надо будет. 28, да? 28, да. Ну, там погрешность 21 тоже можно ставить. Это что такое? Это мощность? Это сила как бы... Потока. Все, понял. Воздушного потока. То есть можно сделать такой поток, что даже горох... Да. Все, понятно. 21 пойдет. Давайте, 20. Было же 21. Ага. О, Идеально. всё. И нужно это Так, вибрация. вибрацию. Надо наглядно показать. Какой загружается, да? Да. Ну и все, вырубаем. Очень, ну, конечно, я не в таких объемах мы собираем бруснику, но, кажется, бруснику тоже можно Брусник, очищать. кстати, тоже можно, и многие очень спрашивают, можно ли. Потому что действительно вот эти листики все будут улетать и так далее. Ну и вот, друзья, как говорится, какой был горох до этого и какой сейчас. Вот то, что вот выделилось, то, что вышло из гороха. Супер. отсеялось. Ну это, надо же сказать, это же уже промышленный аппарат. Этот, как сказать, ну, в принципе, да, только здесь это у нас лабораторная установка. На данный момент акцент не на производство, не на производительность был сделан, а на точность, ну, на очистку. Но в целом, если, допустим, увеличить его в несколько раз, то... Да, конечно, можно. Промышленных Да. Супер. Так, теперь у нас... Дальше возвращаемся к пшеничке. Вот ту массу, которую мы очистили. Сейчас будем измельчать. Мельница. Да, через мельницу пропускать. Так. Пока Владислав готовится, вот сейчас мы будем работать вот с этой мельницей. Хотелось бы заглянуть внутрь. Но Владислав говорит, что это безопасно. Так. Вот этот ключ? Да.
Так. О, Ну, уже о, смотрите. работало. Слушайте, ну, я как-то снимал сюжет в Остроге, в старом городе, и там стоит старая якутская мельница, там два больших камня, жернова. Тут, в принципе, тот же самый, да, принцип? То есть Да. она между дисками вот так вот перемалывается. Что, закроем? Сейчас нам мельница понадобится. Хорошенько затянуть. Ну, я, почувствовал, что надо затягивать, да, её? Ага. Причем интересно, почему сделано круглое. Это, наверное, чтобы не перетянуть, да? С другой стороны. Скорее всего, да. Что если бы... Вот так. Так, ну что, мельница готова. Наша пшеница вот здесь. Сейчас объясню, как Так, устроить. Включатель у нас здесь сзади находится. Ага. Выкл. И постепенно начинаем, после включения постепенно начинаем прижимать диск внешний. Еще не засыпаем. Еще можно засыпать, у нас здесь шибер стоит. Мы шибером будем регулировать подачу. Мгм. После запуска, получается, диск прижимаем до соприкосновения. Звук такой будет характерный, перетирание. В этот момент чуть-чуть оттягиваем и начинаем подачу потихоньку. Все. Тогда вначале можно засыпать, да? Да. Засыпаем. Все. Нормально? Да. Теперь Включаем. включаем. Это у нас уже в заднем положении, да? В открытом. Да. Начинаем прижимать. Еще. О. Ага, еще можно чуть-чуть. Ага. Не, еще чуть-чуть. Прижать? Прижать. Еще. Все. Открываем шибер. То, что так немножко звучит, ничего страшного. Для этого ничего страшного. И открываем. Да, потихоньку. Ага. Можно еще добавить подачу. Еще. Ага. Да. И отводишь, да? Да. Выключаем. Мы выключаем. Слушай, супер. Чтобы вы понимали, да, когда мы работали с древней мельницей, даже половину вот этого мы получили за все время съемок. Там, не знаю, час крутили. Очень долго. Тут это буквально секунды. Вот до чего техника дошла. Да, Владислав, а сейчас, чтобы получить еще более тонкую муку, нам нужно снова засыпать. Не, вот этот будем от отрубей отделять. Ага. С помощью сита. С помощью сита, да. Так. Берешь сито, вот тебе Ложечка. ложечка, да. Так, а если я правша, мы так сделаем, да? Можно так, да. То есть отруби остаются, и они вообще, отруби это что-то из полезного питания, да? То есть это то, что любят люди, которые худеют. Оно тоже очень полезно, да? Ага. Так, отруби мы сейчас в сторону будем отсекать. Вот сюда. Можно наглядно увидеть. Да, отруби Вот там много. от этой массы мы сейчас отделили вот отруби. Так. И вот Отруби мука у сюда, нас. да? Сыпем. Ага. Вот этот весь процесс технологический очень хорошо вам заведующий кафедрой расскажет наш Юрий Жигневич. Надо сказать, что Владислав, он еще студент, да? Магистрант. Магистрант, да. И, то есть ты еще обучаешься. Действительно. Но в целом очень занимательный процесс. То есть из зерна, которое собрали в полях, наверное, ангинского улуса. Да, Возможно, по-моему. с большой вероятностью. Мы их почистили.
Причем в двух аппаратах. Да, на 2 аппаратах почистили, Через мельницу пропустили. через мельницу пропустили. Вот у нас конечный продукт мука. Но это все равно мука грубого помола? Или как? И вообще вот самый мелкий помол, интересно, как он? Через несколько раз их пропускают или нет? Вот тут уже, да, вот у Юры Жигвича надо будет спросить. Он рассказывал уже, что на этот работал. Да. Ну, на производствах. На да. производстве. Заведующий кафедры Юрий Жигмитович. Он сейчас немного занят, но это человек, профессионал с большой буквы, который также имел опыт работы на производствах мукомольных. Он про это знает абсолютно все. Мы Кстати, студенты, заочники как раз вот по этому направлению, домашнее задание им как раз руководитель дал. Из этой же муки они хлеб испекли каждый. Кто-то лепешку, кто-то хлеб, кто-то оладьи. Они уже принесли их сюда? Или съели? Так, по-моему, съели. Жалко, нужно было посмотреть. Вот буквально вот дня 3 назад, что ли. Кажется, что вот эта белая тоже мука, но она не просеивается. Скорее всего, значит, не она, да? Нет, не она. Все, отруби. Ну, в принципе, все. Все. Теперь у нас отруби здесь. Мука. Мука у нас вот такая вот. Но вообще, вот даже с учетом всех вот этих всего оборудования, да, ощущаешь вот эту ценность хлеба, да, она же из незапамятных времен. То есть, а если вы еще попробуете, если вам удастся попасть в наш Острог в старом городе, и вам посчастливится попробовать прямо муку намолоть с помощью ручных жернов, вы просто осознаете, что хлеб это не то, что всему голова, это просто одно из самых главных, один из самых главных продуктов. Недаром раньше, конечно, вот лепешки, все это очень ценилось. Да. Друзья, ну сейчас хотелось бы поблагодарить Владислава. Большое спасибо. В руках я сейчас держу, это, наверное, где-то даже не полкило, это, по-моему, что-то меньше, да, муки, которые вот с помощью Владислава, да, я намолол. И в целом достаточно очень интересный опыт. Причем хотелось бы также, с чего мы начинали нашу программу, время у нас весна. Сейчас будущий абитуриент уже определяется, куда поступать. И просим обратить внимание на инженерный факультет Арктического государственного агротехнологического университета. Обращайтесь, любую информацию вам, конечно же, расскажут. Очень много кафедр. И даже как мы начали нашу программу с небольшой экскурсии, но было очень интересно и достаточно хорошо оснащенный факультет. Поэтому учение свет, не учение тьма, друзья. Хотелось бы еще раз поблагодарить руководство АГАТУ за возможность своими руками сделать муку из нашей пшеницы, которая была выращена в Якутии. Но это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч. Пока. Испытано на себе.